начинается любой кинофильм? Снимайте бесплатно, много, на телефон. Время съемок получается такой дурдом. Советские фильмы однозначно все очень крутые. Куплю крутую камеру и буду снимать крутые фильмы. Тебе самой какие фильмы нравятся? Может, ты их назовешь? Точно будут ужасными, потом будет стыдно кому-то показывать. Но жуткое кино, чистый жанр. Надо смотреть этот фильм. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас очередной выпуск, и посвящен он якутскому кинематографу. У нас сегодня в гостях уже известный режиссер Любовь Борисова. Вы ее прекрасно знаете по фильму «Надо мною солнце не садится». Фильм стал призером многочисленных и международных, и всероссийских кинофестивалей. Байбал почему-то уверен, что он скоро отправится на тот свет. И так как все-таки мы пытаемся сделать выпуск более практикоориентированный, у нас сейчас очень много начинающей молодежи, начинающих киноделов, и вот в этом ракурсе мы, может быть, сделаем более прикладные такие вопросы и попытаемся прояснить немножко кухню современного якутского кинематографа. Вот, Любовь, скажи, пожалуйста, с чего начинается любой кинофильм? Любой фильм состоит из нескольких этапов. Самый первый это этап разработки, development называется. Начинается, как всегда, с идеи. Идею может предложить как продюсер, как режиссер, так и сценарист. Ну, то есть или продюсер, или режиссер, и находит сценариста, который все это из идеи доведет до стадии сценария. Это у нас этап разработки. Потом, когда сценарий утвержден, переходим ко второму этапу, это pre-production, то есть подготовка к съемкам. Потом идет уже сами съемки и постпродакшн из этих этапов. И потом продвижение. А вот когда снимался этот фильм, вы же ездили вот на север, все ли пункты вот присутствовали вот этого плана? Ну, в какой-то мере, конечно, все этапы присутствуют, но просто насколько подробно и какое количество людей будет охвачено, какое время это займет, это зависит от проекта, от бюджета, от сценария. Ну, в нашем случае это был очень камерный сценарий, поэтому все прошло очень быстро. И сценарий быстро написался, и разработка, подготовка была очень быстрая. Съемки всегда стандартно где-то месяц проходят, и постпродакшн. Тоже так, нормально. Вот в отличие от других, может быть, проектов, у нас у якутского кинематографа какие-то ограничивающие факторы есть, которые почти постоянно вмешиваются? Как всегда, у нас финансирование. Мы всегда ограничены в бюджете, и уже на этапе идеи откидываются те, которые нереально найти такой бюджет. Допустим, да? Мы же на днях об этом говорили. Допустим, прямо сейчас мы фэнтези, там что-нибудь такое, или какие-то суперсложные съемки сразу отметаем, потому что сразу понимаем, что это мы не сможем снять, не сможем найти столько денег и так далее, что это заведомо провальный проект, даже не стоит даже начинать. Поэтому надо с практической точки подходить. А то бывает, расфантазируются люди и говорят, а почему вы не снимете там фэнтези, «Властелин колец», там что-нибудь в этом духе. Поэтому, получается, у нас якутские кинематографисты всегда какую-то планку уже выше перейти не могут, да? Они всегда будут находиться на каком-то определенном уровне, который будет их ограничивать. Спецэффектов, да? Нет, графику по чуть-чуть делаем все равно. Это незаметно глазу.
как сказать, ну, с другой стороны, это и хорошо, и плохо, да? Мгм. То есть определенные правила игры, и надо как-то выкручиваться. Мгм. И это голь на выдумке хитра называется, да? Зато не можешь там в техническом плане сделать, значит, надо драматургически это компенсировать или там, ну, что-то в этом духе. То есть, ну, как-то так. То есть больше упор на саму историю, на саму идею, на актерскую игру. Как-то так вот. Декорациями не возьмешь. Мгм. Молодежь очень заинтересовалась кино, и особенно вот после успехов якутских кинематографистов, да? Вот, вот как ты считаешь, вот что движет вообще молодыми, что они хотят снимать кино? Есть же другие жанры, и литература, да, и документалистика, ну а их сразу тянет на художественные фильмы. Вот что ими движет, и вот, может быть, у тебя самой как начиналась вот эта болезнь кино? Про молодежь я ничего не скажу, до этого у них надо спрашивать. А так, ну, кино же сейчас самый популярный вид искусства. Самый доступный, самый массовый, у всех на виду. Поэтому, наверное, ну, актуально сейчас. Ну, это синтез всех искусств, да, можно сказать. И художественное это, и визуал, и музыка, и звук. Все входит. И драма, драматургия. Ну, в наше время, это, как начиналось, 90-е, это видеотека же. Мгм. Видик пришел. И начали смотреть все подряд. Ну, в то время Голливуд в своем лучшем проявлении повалил на наши прилавки. Очень хорошие фильмы, даже боевики там. Ничего такого проходного не было. Любой фильм это было событие какое-то, авторское все равно. Поэтому я смотрел все подряд. Даже, ну, не только я, все подряд же смотрели. Был активный, ну, такой видеопрокат, да, и потом официальный видеопрокат, и еще с соседями тоже была такая система. У нас был соседский мальчик, который занимался тем, что вот ходил по соседям с такой пачкой кассет. То есть ты берешь из видеопроката одну кассету, а этот мальчик приходит и за несколько дней вот это все. У вас какие новые фильмы есть? А у меня вот это есть. И вот так быстрый обмен делает. И он точно... Такой маленький мальчик, и он запоминал, у кого что брал. Не записывал ничего, просто запоминал. Мгм. И если он это заходит, то он, можешь быть уверен, что он точно вернет назначенный срок. Такой уникальный ребенок был. И вот мы очень много фильмов смотрели. И получается, что идея самой снимать фильм-то, наверное, сразу не пришла. Мгм. Ну, я очень долго работала в кино. И даже как-то А как в кино попало, получается? долгая история. Мгм. Я по образованию экономист, работала в банке. Да, это мы вот в интервью читали. Ага. Многие Ну знают. и ну, параллельно у меня было хобби там снимать. У меня была камера, по-моему. Да, я сначала на телефон там фотографировал. Помнишь, в кинотеатре Лена был ежегодный конкурс городской любительских фильмов. Да, короткометражи. Ага. Я там забавы ради вот, склепала из фотографий клип, просто видеоролик на музыку. Телефон такой маленький, там чуть ли не 3 пикселя. Заклепала, и вот это показали на большом экране. И как-то так, свойство экрана, он же рассеивает свет. Да. И эти страшные пиксели, наоборот, качество улучшилось, и так хорошо выглядело на экране. А, Очень интересно было. И вот это ощущение первое, что то, что ты сделал, смотришь в темноте на большом экране, и зрители реагируют. Это было такое волшебное чувство.
В следующем году, по-моему, тоже участвовала, уже камера была, по-моему. Мгм. И, короче, такой интересный опыт был. И потом уже коллеги прознали, что я чем-то снимаю, занимаюсь. И на следующем, на юбилее предприятия попросили вот сделать ну, фильмы корпоративные. И мы за один раз, за один день сняли аж 2 фильма. И потом я целый месяц на очень слабеньком компьютере это все делала, монтировала. Посмотрели, всем все понравилось, мне тоже понравилось. И вот решили летом замахнуться на полный метр. Такой дилетантский подход. Сейчас вспомню. Ну, все так думают, а чего бы не снять, конечно. Да, да, да. И вот я так стала искать съемочную группу, и вот попала в мир киношников. И вот там слово за слово, один проект за другим, и вот поняла, что без съемок уже не смогу, и ушла из банка. Онёр. Я решила рискнуть, мне уже надоело в банке. Попробую, если не сейчас, то уже никогда. Попробовать-то можно, а вернуться всегда можно. Вот как раз ты затронула вот эту интересную тему, когда люди говорят, а давайте снимем полный метр, да? Мгм. Вот что надо молодым сейчас посоветовать, какие-то ориентиры, маяки, на которые они должны ориентироваться, чтобы потом разочарования у них не было сильных. Ну, вот ко мне часто обращается молодежь за советами, там, со сценариями, с задумками. Ну, и я всегда их отговариваю. Нет, не отговариваю, а предупреждаю, что первые работы всегда будут трэш. То есть это всегда бывает, поэтому надо морально готовиться к этому, что первые 2, может быть, работы точно будут ужасными, потом будет стыдно кому-то показывать. Но это надо перетерпеть, и самое главное, не вкладывать туда слишком много. У людей бывают амбиции, думают, вот я сейчас как зайду, как сниму, как прославлюсь, и идут в банк, там деньги вкладывают, там долг берут, кредит берут. А возвращать же надо. И потом, естественно, все это проваливается, и люди оказываются вот в трудном положении. Такие случаи бывали. Поэтому советую первые работы не вкладываться в финансовом плане. Сейчас спокойно можно на телефон снять, выкладывать в YouTube, посмотреть отклики. И так вот несколько раз, пока точно не поймете, что у вас получается. Потому что первые работы все равно будут сырыми. Сразу это невозможно снять хорошо, потому что это профессия, надо навыки, это ремесло. Ты же не можешь вот сходу зайти и там каменный дом построить или там хирургическую операцию сделать. Все равно учиться надо. А учиться только на своих ошибках. Вот. Такой совет. Снимайте бесплатно, много, на телефон, пока не набьете руку. И только потом уже можно вкладываться в какие-то амбициозные дела. 어찌 파벌나가지 이제 말 하나 볼나가지 어때한 두어가면 을 하나라 건두고 Олата. 을 하나 диан 가한다 두어 밭 마가 하나 Теперь, наверное, мы так поняли, надо вот разработать хороший сценарий, да? Вот относительно сценария, какие советы можно дать? Потому что есть определенные каноны, да? Ну, а мы какие-то базовые вещи, может быть, сейчас озвучим. Ну, сценарий – это половина успеха. Можно даже сказать, самый главный сценарий. А то бывает, ребята думают, что там, примерно накидают, там на месте решим, и все такое. Главное там эффекты, и все такое. Не то чтобы вдохновение, думают, ну вот там,
В голливудских фильмах это прокатывает, а бессюжетные фильмы почему-то так думают. Главное визуал, картинка, у меня главная крутая камера. Всё такое. Вот многие ребята, видеографы, думают, вот куплю крутую камеру и буду снимать крутые фильмы. А остальное где взять? Поэтому тоже это сразу слишком много денег не вкладывайте. Чудо не случится с покупкой крутой камеры. Вот. А насчет сценария. Тут надо тоже много работать. Чем больше вы вложите в сценарий, тем лучше у вас дальше будут съемки. И тем лучше пройдет подготовка тоже. То есть подготовительный этап. На ходу менять сценарий не советую. Всегда во время съемок случается такой дурдом. И потом на монтаже вы запутаетесь, это все придется разгребать. Короче, сценарные секреты, да? Ну, не секреты, это в интернете можно легко найти. Очень много советов, формул и так далее. Ну, самое базовое — это трехактная система, это «Отче наш». 3 акта, то есть начало, середина и концовка, да? И как я уже объясняла, самый простой пример. Допустим, «Колобок». Сказка «Колобок». Сказка «Колобок». Где тут начало? То есть нам нужно рассказать про персонажа, экспонировать, экспозиция главного героя. Кто он такой, как он жил до того, как все началось. То есть там жили-были дед да баба, там по сусекам, по скребде, испекли колобок, поставили на подоконник. Вот мы увидели мир нашего персонажа. И вот первый акт на этом заканчивается, когда он решил покатиться с подоконника, с окна. Вот. Когда у нас что-то изменилось, это уже конец первого акта и начало второго. И вот все его приключения, когда он встречает там зайца, волка, медведя, каждый это поворотный пункт называется, его перипетии. И это второй акт, и он заканчивается, когда он встречает лису. Это вот финальная битва, это третий акт, когда все решится. Ну, обычно в стандартных сценариях главный герой всегда проигрывает его антагонисту, да, чтобы мы могли порадоваться его победе. А тут немножко сюжет перевертыш. Получается, Колобок антагонист. Или он все время всех побеждает, а потом получает по заслугам. Ну, в классическом то же самое, только перевернуто. Он все время проигрывает и в конце побеждает. А тут проигрывает. Ну, вот такой. Структура такая, условно. И вот когда пишете свой сценарий, вы должны тоже понимать, когда у меня заканчивается первый акт, когда второй акт, и вот когда третий акт. Даже если откровенного антагониста нет, антагонист — это злодей, можно сказать, условно говоря, а главный герой — это протагонист. И двигатель сюжета — это конфликт. А конфликт возникает, когда протагонист, то есть главный герой, чего-то хочет, у него должны быть устремления, а не лежать на диване, да? Он должен чего-то хотеть, а антагонист должен хотеть противоположного. И вот на столкновении их интересов должен происходить конфликт и двигаться сюжет. Ну, вот как колобок, да? Он вкусный, он хочет жить, а его все хотят съесть. А это не входит в его планы. И вот конфликт. И он катится дальше. Вот как-то так. А вот такое бывает, когда отснятый материал, это какая-то реальная такая физика, да, уже материализованная в пленке, скажем так, и сценарий. Вот расхождение существенное бывает. Не страшно становится. Вот сценарий это одно было, задумка, да, она все-таки ментальная, а тут картинка уже, она отснята. Вот здесь какие-то опасности могут подстерегать. Обязательно. Потому что, ну, говорят, что фильм рождается несколько раз. Первый раз
при написании сценария, второй раз во время съемок и в третий раз на монтажном столе. Потому что каждый раз что-то привносится, да? Не всегда получается отснять как задумано. Бывают и объективные, и субъективные факторы. Там, допустим, погода не сдалась, или там денег не хватило, На натуру, да? или там постановщики не так это увидели, как это в голове режиссера, он не смог это объяснить, и как-то расхождение прошло. Или актер не смог сыграть, или актер заболел, не дай бог. Ну, все что угодно может случиться, это куча, миллион факторов. Тоже дождь пошел, решили по-другому снять. Поэтому на монтажном столе уже работаешь с тем, что есть. И иногда, даже если не получились ключевые сцены, приходится придумывать фильм заново. Если там драматургия нарушилась, что-то ключевое, там, смотришь, что осталось, бракуешь все, что не нужно, ну, все, что плохо снято. Это если, ну, совсем крайний случай, если есть такие совсем неудачные куски, лучше это выкинуть, чтобы не понижать качество всего фильма. Все выкидываешь, оставляешь только самое лучшее, и потом смотришь, что из этого можно сделать. Я же про карточки не рассказал. И на уровне разработки сценария, и на уровне монтажа можно вот использовать сценарные карточки, когда не обязательно так подробно, да, а ключевые моменты, там, встретил кого-то, там, решил что-то, на карточках пишешь. Вот, кстати, я перебью Любу. Люба раскрыла один такой маленький секрет, с которым она поделилась и с сценаристами, которые пишут и для крупных, для Голливуда, да? Это не секрет. Это твоя маленькая фишка была? Не, это общепринято, это даже программы такие есть. Да, но помнишь, ты говорила, что она делает это. Нет, мы просто болтали, и она сказала, что это делает на стене, а я сказала, что я делаю на столе. Потому что если одна карточка упадет, сценарий весь может рассыпаться, вся его логика. И это тоже очень важно. Мы как-то перескочили. То есть есть программа сценарная, называется Kit Сценарист, можете скачать. Бесплатная российская программа, постоянно обновляется. Kit, K-I-T, Сценарист. Там можно, все оформление. Сценарий должен быть, очень много правил по оформлению сценария строго. Если ты там просто в Times New Roman простым шрифтом все написал, да, вот так, сразу видно, что это непрофессиональный сценарист, непрофессиональный сценарий. А если все по правилам оформить, отступы все соблюсти, шрифты, то один сценарный лист – это 1 минута получается. И можно по количеству страниц определить хронометраж. И вот эта программа отлично считает хрон, там можно даже настроить. И вот в этой программе тоже есть карточная система. То есть это общепринято, пользуйтесь этим. Мне удобнее работать с бумажными карточками. Вот стикеры же есть с клеем, такие маленькие. Там все... Вот, у вас куча идей, и не знаете, с чего начать, да, сценарий. Просто берете вот эти стикеры и начинаете писать. Там, можете с конца начать, можете с начала, с середины. Вот вспышки у вас, да, эпизоды. Но основная структура, вот я перебью, это тройная остается. Сначала вот из головы все вытаскиваешь и раскладываешь на столе все идеи. Нужные, ненужные, случайные. Вдруг вспомнил, добавляешь, и все, карточки на столе. Потом начинаешь выстраивать логику, последовательность. То есть я называю это шахматы. Перестраиваешь, так, переставляешь. Можно вот в ряды, если у вас несколько сюжетных линий, вот так вот рядами это все выставлять, и увидите вот одна сюжетная линия, параллельная,
вот здесь началась, оборвалась и в конце только появилась. То есть мы видим, что в середине дыра. Там персонаж какой-то заявленный пропал. Про него вообще забыли. Ну вот это все становится видно вот на этом столе с карточками. Оцениваешь много раз, надо критично. То есть основная ошибка начинающих сценаристов, они сразу приступают к тексту с диалогами. Начинают с одного края писать. Куча текста написано, и потом, когда им говоришь, вот тут ошибка, тут вот так переставить, это бы поменять. Они говорят, так я же уже столько написал. Все переделывать, что ли? И не буду я переделывать. Вот. Это главная ошибка. А надо было что? На карточках все это сделать, оценить, все переставить. Это ничего не стоит. Вот так. Отсюда сюда. План, да? Ну, лучше работать вдвоем. Да? Вот, хотя бы человек, который тебя слушает. Потому что в одного это сложно объективно оценивать себя. Поэтому то, что ты придумал, хотя бы вот человек, который, ну, просто ему рассказываешь, и когда расскажешь, сразу будет чувствоваться, что тут что-то, если какие-то дыры есть, провалы, человек либо не поймет, либо ему не понравится, либо еще что-то, он скажет, тут что-то не то. Это как зеркало, обязательно кто-то должен выслушать. И вот с учетом всех ошибок надо все критично по несколько раз исправлять. И только когда вот 100% будешь уверен, что все, теперь уже все сложилось структурно, никаких дырок нету. Очень много бывает, выкидывается идей, лишних бывает. И у меня, как правило, вот здесь остается, и в структуру входит там часть. А структура это мы берем обычные листы А4, вот так, альбомно, да, и склеиваем между собой. Вот 4 листа. И вот первый лист это у вас будет первый акт. Следующие 2 листа, там второй и третий, это у нас второй акт, самый большой. И вот третий акт, это 4-я страница. И туда вот эти маленькие стикеры вот такие переклеиваешь. Устраиваешь по структуре со стола на бумагу. Еще раз проверяем. И вот если возьмете вот правильный размер стикеров, такие самые маленькие же есть, сразу будет видно, вот вы в рамке укладываетесь или нет. Потому что на А4, если вы не укладываетесь в рамках одного акта по карточкам, значит слишком много. Если слишком мало, тоже видно, что слишком мало. Так, тут что-то подольше надо сделать вступление, да, или вот второй акт. То есть это очень удобно. Визуально сразу все становится видно. И вот еще раз утверждаем. И не забываем подклеить клеем, иначе что-то улетит. И вот с утвержденными карточками садитесь уже за текст. Ну, не сразу за текст, а по эпизодник делаете. То есть каждую карточку расписывайте уже в предложениях, потому что карточки были там условно в 2 словах, только у вас в голове, да? Это все надо расписать. Сцена первая, там, главный герой, мы видим главного героя, и вот предложениями уже расписываем. Это называется по эпизодник. И вот у вас слот 2. Он пошел туда. 3. Решил что-то сделать. И вот так в предложениях по эпизодник еще раз кому-то даем почитать. Если ему все понятно, приступаем уже к тексту. На этом этапе тоже могут возникнуть вопросы. Там какая-то логика где-то затерялась в дебрях. И исправляем быстренько. И вот только когда все утверждаем, приступаем к тексту. То есть описательная часть и диалоги. В самом конце, когда структура уже утверждена. Вот именно вот здесь очень часто ошибаются. Даже профессионалы. Не допроверив структуру, приступают сразу. Ну, хочется же быстрее приступить к диалогам. Короткое лето заканчивается, Якутское. Ну, все равно несколько раз проверить все на этапе вот карточек, только потом приступаем к тексту. И вот тогда уже не придется все переделывать,
не придется обижаться, я же столько написал, я не буду переделать, ничего этого не будет. И уже с ровной структурой и съемки пройдут ровненько, и монтаж также без сюрпризов будет. Потому что бывает, что все эти сценарные проблемы, все эти лишние сцены, которые можно было не включать, да, это на монтаже будет появиться. Там, где темпоритм падает, или где провал, или где-то несвязка, сразу на монтаже это все появляется. И приходится исправлять сценарные косяки на уровне монтажа. Да, бывает, что слишком много написали, а на монтаже понимаешь, что эта сцена вообще не была нужна. А люди же потратились время, деньги на эту сцену. Там декорации делали, актеры играли, дополнительная смена на это ушла. А она была не нужна. То есть проще на бумаге это перечеркнуть, чем все это отснять и потом выкинуть. Поэтому вот режиссер монтажа безжалостно все это делает, выкидывает ради спасения фильма, ну, чтобы было лучше. Потому что сам режиссер, когда он все это через себя пропустил уже, потом он поработал, столько людей задействовано. Ему сложно бывает это взять и выкинуть. А для фильма это надо. Если все оставить из этих соображений, он на меня обидится, или что-то такое, фильм станет хуже, затянутее и так далее. И, то есть для фильма лучше выкинуть бывает. Поэтому со стороны привлекает монтажера, режиссера монтажа. Ну, для таких случаев. Ну, лучше, конечно, с самого начала все это хорошо проанализировать. Это все видно на уровне текста. То есть, поэтому не торопитесь, приступайте к съемкам только когда будете уверены в сценарии. Можно год работать, но зато быть уверен. Ты сама сняла фильм и потом смотришь. Вот известный киновед Кирилл Милич Разлогов, он сам, когда оценивает фильм, вначале смотрит и получает удовольствие, он как-то где-то рассказывал, а потом второй раз уже смотрит как кинокритик. И третий раз, наверное, пересматривает фильм, такой, наверное, тоже бывает, он как эстет, пытается еще, наверное, что-то другое. Когда ты смотришь на свои фильмы, как у тебя этот происходит процесс? Одно дело оценить чужой фильм, да? А совсем другое дело свой фильм. Тут можно и растеряться, и не понимать. Там. Поэтому всегда киношники, когда более-менее готовый материал есть, мы созываем, называется фокус-группа. Ну, раньше там незнакомых людей звали и так далее. Ну, сейчас по-быстрому зовем друзей, несколько людей. То есть должен быть человек, который не знаком с материалом, и который сможет честно, открыто сказать, что не так. То есть приглашаешь, показываешь и спрашиваешь, ну как? И вот фокус-группа говорит, вот тут мне непонятно было, вот тут мне было скучно, а вот тут хорошо. И вот с учетом всех замечаний можно еще не поздно исправить что-то. Там бывает что-то там вырезали и стало непонятно, допустим, если такая. От сценария еще зависит, конечно. Иногда такое бывает. И только посторонний взгляд может тебе об этом сказать, что стало непонятно. И надо переделывать. Или слишком затянуто. Сидишь и смотришь на реакцию. Там, где фокус-группа начинает копаться в телефонах, тут уже затянуто, допустим. То есть все замечания записываешь обязательно. Даже бываешь, сам замечаешь какие-то косяки, и вот сидишь, записываешь сразу. И потом все это по много раз переделываешь, исправляешь, пересматриваешь. То есть свой фильм ты миллион раз смотришь. И чтобы глаз не замылился, зовешь вот фокус-группу.
ну, человек, который ни разу не видел. И через его даже глаза ощущается по-другому. И, ну вот, ну и самый объективная оценка уже, когда выходишь, ну, представляешь уже реальным зрителям после премьеры, только тогда можно объективно оценить, этот фильм получился или нет. Никогда не знаешь, получится или нет. Почти вслепую. Только через глаза зрителя можно понять. Кихияха туалбатын hem bu самай бағала қанады. Хорогор үйәккәр, тон сорогор туалбатын биләңген мунчараган. Люба, есть ли какие-то преимущества у нашего этнорегионального кино на фоне вот, российского кино? Может, у нас есть какие-то свои преимущества? Какой-то конек, о котором мы не должны забывать, использовать по мере возможности. Объективно же, что у нас другая культура, другой язык, да? Тем общероссийского, и тем и интересно. Что-то другое, да? То, что мы опираемся на свою самобытную культуру и на своем языке, это огромный плюс, и даже на международном уровне. Что-то новенькое, доселе неизвестное, такой особый флер придает. Ну, в рамках внутри республики это ничего особенного. Ну, тоже, конечно, для нашего зрителя приятнее смотреть на своем языке. То есть вот эти самые основные вещи. Язык, культура, и, ну, вот, наши особенности, наши лица, наши традиции. Это все в копилку. Плюсы только. Не надо гоняться там, ни на кого не подражать, ничего. Достаточно вот наших традиций своих. Кинотрадиций тоже. А вот какие-то социальные коды, может быть. Вот если смотришь японские кинофильмы, да, там сразу чувствуется что-то инородное, да, и это как раз очень привлекательно смотрится. Это помимо вот, собственно, картинки самой, помимо вот азиатских лиц, да, там вот сама вот эта механика поведения человека, она очень интересна. Вот те же фильмы Такеши Китано, да, и даже вот про ту же Якудзу, да, там вот как-то это все всплывает, видимо, через культуру вот именно, да. Ну, конечно, народ народу рознь. Все равно будет интересно смотреть на того, кто не похож на тебя. А с другой стороны, смотреть на тех, кто похож, тоже интересно. То есть, ну, быть собой, не притворяться никем. Тебе самой какие фильмы нравятся? Может быть, ты их назовешь? Отечественные, зарубежные и, может быть, местные продукции. Ну, много фильмов. Я же киноман. Ну, давай ограничимся. Ну, вот советские фильмы однозначно все очень крутые. Какой там они проходили, да? Месиво цензуры. Ну, даже не цензура, а там как худсоветы. Много раз сценарий перепроверяли, пока тебе разрешат снимать. Это столько раз надо перелопатить. И, в принципе, это, ну, шлак не снимешь проходной, да? Только отборная. Поэтому в плане драматургии советское кино очень крутое. Я всем вот молодежи постоянно рекомендую смотреть старые фильмы, потому что, ну, обычно я советую молодежи посмотреть «Место встречи изменить нельзя». Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Теперь Горбатый! Я сказал Горбатый! Место. Место и время операции изменить нельзя. Ну, это и зрелищно, да, и потому как прописаны персонажи, это, не знаю, аналогов нет, наверное. Ну вот, посмотрите и поймете, молодежь, советую. Там, проработка персонажей, драматургия там просто на высоте.
Вот, Из зарубежных. из зарубежных, ну, тут уже посложнее, там особенно старый Голливуд очень крутой. Ну или режиссеры старой школы. Ну, сейчас все больше стало вот с приходом Марвел, все такое. Это все превратилось в продукт, да? Скорее в продукт, а не в творчество. Чуть-чуть раньше вот, были, ну, что не фильм, то шедевр. Это совсем недавно было. Вот. Ну, смотрите разное кино, разных авторов. Каждому свое же. У всех вкусы разные. Вот найдете У тебя то, что... самой под настроение бывает, хочется какой-то фильм пересмотреть. Конечно, бывает по-разному. Мгм. И жанры по-разному. Ну, вот какой же зарубежный фильм? Ну, от настроения зависит. Мгм. Ну, бывает, что когда работаешь над каким-то фильмом, начинаешь вот автоматически смотреть фильмы в этом духе. Типа, надо этот фильм пересмотреть или этот фильм. Если чувствуешь, что какие-то отклики есть, ну, вот переклички или по сценарию, или по жанру, по теме, все равно надо смотреть и себе какие-то выводы делать. Вот так, оказывается, делать. То есть это не имеется в виду копирование, а учиться на чужом опыте. Вот. Все равно есть такое понятие вечные сюжеты и образы. То есть все сюжеты, они уже существуют. Как далее. Можете даже погуглить там список из 30, что ли, сюжетов существует по классификации. И они все время повторяются. Ничего нового уже не придумаешь. И вот находишь похожий сюжет, смотришь, как это сделано, учишься. Перед «Надо мной солнце» я пересматривала вот фильмы с Робином Уильямсом. Такие гуманистические фильмы. Там, хороший фильм был «Пробуждение» с Робертом Де Ниро, Робином Уильямсом про клинику. Да. Потом какие еще фильмы? Вот в таком духе. Очень люблю «Остров проклятых». Скорсезе. Какие-то фишечки подсматривать, приемы. Что еще? А местная продукция, какие-то фильмы, которые тебя вдохновили? Что-то Я тебе там всегда говорю, понравилось? что из русских фильмов люблю старый фильм «Саилык». Помните такой фильм? Да, конечно. Это, можно сказать, Считаю, что один из лучших фильмов. да, тех времен. эталон. Это 80 какой-то год был. Там 92-й, что-то такое. Почему это эталон? Потому что он до голливудской эпохи. Там нету никакой перемеси. Потому что у нас, я говорю, Голливуд головного мозга, его уже не выкинешь. Волей-неволей все равно их приемом пользуешься. А этот фильм снят до этого периода, когда повальное засилье Голливуда у нас случилось, поэтому прямо чистое искусство именно якутское кино. Если хочешь понять или почувствовать, или вспомнить, что такое именно якутское кино, чистый жанр, надо смотреть этот фильм. Время от времени возвращаюсь, пересматриваю. Это у нас сценарист, по-моему, Семен Ермолаев, да? Да, Семен Ермолаев, Сенекер. Это было отдельное произведение или специально под кино они писали сценарий? Вот этого я не знаю. Скорее всего, специально написали. Не помню, чтобы по мотивам было. Посмотрите, в Ютубе есть «Саилык». Как посмотрите, поймете, о чем я говорю. Это прямо чистый жанр. Ну вот, уважаемые зрители, мы на этом сегодня наш выпуск, посвященный якутскому кинематографу и, собственно, вот этой нашей практической части для начинающих киноделов, заканчиваем. Спасибо
Любовь, что вы согласились вот осветить эту очень важную, на наш взгляд, тему. Вот. С чего начать, как пытаться реализоваться вот, в кинематографе. Главное начать Да, главное начать. с чего-то. Так, ну пожелаем Любе новых творческих успехов, чтобы все ваши замыслы реализовались, ну и вообще якутскому кинематографу достигать новых вершин и радовать якутского зрителя, ну и российского зрителя международного своей продукцией. Спасибо. До новых встреч. До свидания.